В Уфе открыли первую квартиру для учебного проживания детей с инвалидностью. Сегодня новоселье с ребятами отметил руководитель региона Ради Хабиров. В трехкомнатной квартире в доме по улице Александра Невского дети будут узнавать, как стирать и гладить вещи, готовить, убираться. До этого такими навыками они не владели. Все за ребят делают родители. Максим Окунев расскажет. Это мой шкаф. Она еще не распаковала все личные вещи, но самое ценное бережно хранит возле себя. Саше Урванцевой 21 год, но из-за тяжелого диагноза ей трудно складывать одежду, запускать стиральную машину или мыть посуду. Не говоря уже о походе в магазин или поездке в общественном транспорте. Во всем этом всегда помогала мама. Навыкам быта детей с особенностями развития будут учить в специальной трехкомнатной квартире. Есть такое выражение: отрезать пуповину мама от ребенка. То с нашими детьми порой такого не происходит. Эта пуповина никак не отрезается, никак не перерезается. Либо мама работает. Если это многодетная семья, маме тоже некогда, за другими детьми надо еще успеть. И поэтому это очень, скажем, спасительный такой круг. Это комната на двоих. Здесь все как дома. Потому что здесь есть и свое спальное место, и шкафчик, и тумбочка. Все с личным использованием. Желанный гость в этом доме Ради Хабиров. И, как полагается, не без подарка новоселам. Именно руководитель региона поручил оборудовать в Уфе первую квартиру сопровождаемого проживания для детей-инвалидов. Курсы длятся 2 недели. Кроме детей здесь будут жить 4 сменных педагога и приходить психолог. Это муниципальная квартира, и она была предоставлена на безвозмездной основе до конца следующего года как раз-таки на пилотную часть проекта. Мы приняли участие в конкурсе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения на предоставление субсидий. Выиграли этот конкурс, и теперь у нас есть зарплата для наших педагогов. Руководитель Башкортостана предложил открыть такие учебные квартиры и в других городах, ведь сейчас в республике 15 тысяч детей-инвалидов, и не всегда в их жизни будут родители. Содействие окажут и Центру адаптации, где проживающих в квартире детей научат еще и профессиональным навыкам для устройства на работу. Центр семьи и детства в Уфе «Мы вместе» существует уже 10 лет. За это время через него прошли порядка 250 человек, в основном детей с ментальными нарушениями здоровья. Занятия по социальной адаптации проходят каждый день, причем как для детей, так и для родителей, которых учат правильному поведению и методам воспитания. А у мотогонщиков тоже, возможно, появится свой новый дом. Радио Хабирову презентовали проект строительства нового спорткомплекса. Он станет частью стадиона «Строитель», на реконструкцию которого нужно 1 миллиард 700 миллионов рублей. Появятся трибуны на 8400 посадочных мест, обновленное футбольное поле и беговые дорожки. Зимой их планируют заливать водой, чтобы проводить соревнования по мотогонкам на льду. Как лед, Глеб? Очень хороший, красивый, крутой лед. 8 лет Салават Юлаев играет, лидер своей возрастной группы. В ноябре в Черниковке откроют и крытый каток для шорт-трека. Двухэтажный комплекс на 10 тысяч квадратных метров дополнен 2 залами – хореографическим и тренажерным. Там спортсмены смогут готовиться к международным соревнованиям, в том числе Олимпийским играм. Максим Окунев, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев. Новости. Уфа.